Каждое обетование в Библии истина. Я в восторг прихожу только от того, что подумаю об этом. Все, что Бог когда-либо сказал и сделал, произойдет. Произойдет, исполнится. И что ж, чего волноваться? Чего волноваться? А что делать тут? Я помню, когда мы строили здание, через несколько лет наш бюджет взлетел очень сильно, и долг вырос. Потому что одно дело снимать помещение, сейчас мы владеем им. Другое дело иметь свое большое здание и платить за него каждый день. Каждый день. Счета взлетели до американского небоскреба знаменитого. И я думал, ой-ой-ой, как мы все это будем оплачивать? И потом меня осенило. Без разницы. Серьезно. Не я решил построить здание, Бог сказал, что надо его построить. И Бог не сказал нам построить это здание, чтобы мы рухнули под долгами. Так что, значит, Он даст деньги. У меня в бумажнике не так уж много, я их отдал, эти деньги, которые были, это моя жертва была. Но после этого я вхожу в общение. Если ты принес жертву, как Авель, после этого тебе надо стать, как Енох. Я не буду общаться с Богом вокруг моих счетов. О, Бог, мои счета, ты должен заплатить по моим счетам. Ты когда-нибудь таких людей встречал? Может быть, рядом с тобой сидит такой человек? Вот почему ты отсюда выбегаешь побыстрее, не хочешь с ним разговаривать. Скажи, почему ты не хочешь с ним разговаривать? Потому что он полон беспокойства. Он заражен беспокойством. Единственное, о чем они говорят. О, вот это у меня не так. И вот такая у меня еще беда. И знаешь, я понял кое-что. Я мудрый пастор. Я понял, как надо задавать вопросы. Не надо задавать такие вопросы. Как дела? Потому что они будут рассказывать тебе, как у них дела. И час у них уйдет на то, как у них дела, чтобы все рассказать. И начнут со своей левой лодыжки, и потом будет и голова, и деньги, и моя семья, и друзья мои, мой дом, и коврик у дома. И будет такой список, что умрешь. Нужно будет воскрешать. Некоторые люди на самом деле начнут рассказывать, как дела. И очень часто дела не так уж и хороши. И я говорю это все не для того, чтобы минимизировать, свести к минимуму все беды. Не смотри на меня так, я пытаюсь тебе помочь вылезти из бед. Я пытаюсь излить свою жизнь, чтобы тебе помочь. Ты не хочешь слушать обо всех моих бедах. Я и не хочу, правда. Я хочу слушать Божьи решения на все твои беды. Вот да, это да. И ты слушай Бога. Принеси Ему жертву. Будь как Авель, который дал свое самое лучшее, лучшего ягненка. Это жертва. Это знак того, что я хочу поклоняться Тебе, я хочу следовать за Тобой, хочу жить для Тебя. После этого двигайся в общение, как Енох. Переходи от жертвы. Ты живешь жертвенной жизнью, но жертва позволяет тебе войти в общение, и тогда ты ходишь с Ним, говоришь с Ним. Я хожу с Ним, я говорю с Ним. О чем? О лото? О погоде? Обо всех своих бедах? Нет. О самых разных вещах. Вспомни Авраама. Вспомни, как Бог сошел, чтобы разрушить Содом и Гоморру. Помнишь? Он сказал, я сойду и... Я устал от них. Такой усиленный перевод Библии. Но именно это там написано. Я разрушу эти города. Я осужу их. Это был Старый Завет. Ты лучше радуйся, что мы живем в Новом Завете. Суд будет тот же самый, но есть больше времени покаяться, чем было тогда. Потому что мы сейчас живем в век благодати. Это не значит, что Бог не судит. Он просто отложил суд на последний день. Он сказал, я сойду, я осужу Содом и Гоморру за их образ жизни. Ты знаешь, как они жили. Тогда был суд, и сейчас будет суд. Поэтому нам нужно менять образ жизни наш. Он говорит, я сойду, но не могу. По дороге с неба, раз, с третьего
неба, на второе, на первое, в атмосферу, приземляется на землю Бог по дороге судить. Он приземлился не в Чикаго, потому что он направлялся в Содом и Гоморру, и он приземлился на этой равнине, и потом он говорит: я не могу сейчас идти судить, я сначала должен поговорить с Авраамом. Представь себе, этот маленький старичок с этой старой своей женой, у которых нет детей, которые в глазах людей совершенно неважные люди. Никто не знает вообще, кто они такие. Какие-то странные люди, которые путешествуют туда-сюда, туда-сюда, с одного места на другое. Потому что люди, которые верят в Бога, они отличаются. Мир не понимает их. Что он делает? Туда-сюда ходит, туда-сюда. Что он делает? Землей овладевает для будущих поколений. Аминь. Мир не понимал их. О, эти странные какие-то старики. Говорит, что отец многих народов. Мы не понимаем вообще, что он говорит. А Бог говорит: я ничего не могу сделать, пока с этим человеком не поговорю. Ты понял, о чем идет речь? Вот старый, седой, с белой бородой человек. Я уверен, что они не брились тогда. Бритв не было. Он не какой-то бедняк. Незначительный — это не значит, что он был нищий. Мир не обращал на него внимания. Люди вообще думали: да кто он такой? Представь это себе. У тебя ум открыт сегодня утром, и приходит всемогущий Бог. Не Бог, а Бог. Бог! Отец, Сын, Дух Святой. Бам-бам-бам! Спускается. Я буду судить, но не могу, пока с ним не поговорю. Потому что я ничего не могу сделать, пока это не открою моему слуге. От него произойдет великий народ. Я привязал свое слово к нему. Я сказал этому человеку, что он будет отцом многих народов. И он поверил мне. И из-за того, что он поверил мне, в его жизни есть магнит. И поэтому все, что я делаю, должно быть связано с ним. Можешь себе это представить? Кажется, что не можешь. Представь это себе, можешь? Религия скажет: о, ну это Авраам. Это от того, что он был отцом, и бла-бла-бла-бла-бла. Религия, она... Я не знаю, кто ты, епископ или викарий. Перестань отговариваться от всего. Начинай верить Богу. Перестань говорить своему собранию всякие отговорки. Вера Авраама — это наша вера. Он пример веры. И если у него все получалось, значит и у нас все получится. Послушай, послушай. Понимаешь что ты или нет? Пойми. Вот Авраам. И у тебя вера Авраама, потому что ты рожден свыше, ты веришь в Иисуса, ты живешь Словом Божьим, и Дух веры в тебе. Аминь. У Бога есть самые разные планы, которые Он собирается делать в мире. Послушай меня. Ты слушаешь меня или нет? И Он говорит: я хочу вот это сделать, вот это сделать. И не какие-то негативные вещи обязательно, позитивные вещи. Но принцип тот же самый. Он ходит, и небеса, Он ходит там по ним в величии, в великолепии, и Он хочет сойти на землю и говорит: я хочу это сделать, но не могу. С этим парнем надо сначала поговорить. Я планирую сделать это, но сначала я хочу поговорить вот с этим парнем. Я хочу это сделать, но не могу, пока я не пообщаюсь вот с этим человеком. Бог зависим от тебя и от твоей веры. Это не ставит тебя выше Его, Он всемогущий Бог. Но послушай, Он сделал себя, почти что сделал себя уязвимым, Он сделал себя доступным. Он поднимает Авраама и семя Авраама и говорит: я сделаю что-то на земле. Как? Через веру это сделаю. Если бы только поверил мне. Когда мы начали нашу библейскую школу, так хорошо помню, Святой Дух сказал: я просил 3 людей, прежде чем я попросил тебя. Те 3 не захотели делать это. Я сказал: сделай это. У меня не было ни малейшего понятия о том, как мы это сделаем, куда мы пойдем. То же самое с тобой. У тебя нет ни малейшего понятия. То же самое с тобой, который смотришь. У тебя нет ни малейшего представления. И вот что трагично. Мы можем прийти на небо. О, я так не хочу. Я вчера думал, я не хочу еще на небо. Боже, помилуй. Потому что, посмотри, мы придем на небо, и Бог покажет тебе
ботинок 145 размера, а у тебя всего 37 размер. И он скажет: я хотел, чтобы ты вырос до такого размера, но ты оставался такого. И Бог откроет один магазин или склад, и Он покажет: я хотел дать тебе вот это все, но ты принял только вот это. Потом зайдешь в другую комнату, Он откроет и скажет: вот смотри, все, что хотел я, чтобы ты сделал, а ты сделал только лишь это. Библия говорит, что на небе будут слезы. Я думаю, что это и есть те самые слезы, которые там будут. Это не для того, чтобы навести на тебя осуждение, но чтобы бросить тебе вызов. Есть определенные вещи, на которые мы не созданы, но с той верой, которую Бог вложил в нас, есть другие вещи, которые совершенно Он абсолютно хочет, чтобы мы сделали. Но если мы не сделаем их, они, может быть, так никогда и не будут сделаны. Не подумай так, что: о, если я это не сделаю, то кто-нибудь сделает. Ты не знаешь этого. Библия нигде не говорит таких вещей. Послушай. Вера действует на основании слова. Если у тебя слова нет, ничего не делай. Но если слово есть, делай. И в этом слове есть достаточно силы, чтобы оно исполнило то, что ты призван сделать. Бог дает тебе слово для твоего народа, для чего угодно. И это исполнится, если ты веришь этому слову, если ты веришь ему. Ты говоришь: я верил, но это не исполнилось. Это ложь. Ты не верил. Я могу слышать тон твоего голоса. Потому что если бы ты верил, то в конце концов оно бы исполнилось. Если оно еще не исполнилось, это просто лишь вопрос времени. Просто вопрос времени. Это просто вопрос времени. Если сейчас хочешь бросить, нет, не бросай, верь Богу. Если ты можешь понять, что дух веры, послушай, он притягивает Бога в твою жизнь, привлекает Бога. Он дает тебе общение с Богом. Он дает тебе план Божий. Он позволяет тебе молиться так, как надо, потому что присутствие Божие в жизни Авраама превратило Авраама в ходатая. Он начал молиться за планы Божьи, вытащил Лота из заварухи. Не знаю, насколько хорошо он справился, потому что там всякие были по дороге вещи, но тем не менее вытащил. Что это значит? Это значит, что когда Бог открывает тебе твои планы, приходит ходатайство, и ты начинаешь молиться Божьими планами, и тогда они раскрываются, и Бог будет сотрудничать с тобой, как ты поверить еще не можешь. Есть такой элемент в Боге. Если ты войдешь в эти жизненно важные отношения, общение с Ним, то Он покажет тебе такие вещи, которые шокируют тебя. Некоторые люди становятся супердуховными. О, я никому об этом, обо всем не расскажу. Я говорю не обо всей этой чуши. Вера привлечет его. Вера привлечет ответ. Вера даст тебе достаточно силы. Вера даст тебе достаточно мудрости. Вера притянет чудеса. Вера будет как магнит во всем, что ты делаешь, во всем, что ты говоришь, кто ты есть, куда ты идешь. Это потрясающе. Какие двери вера откроет в твоей жизни. Нет никакого конца, края. Поэтому ты и должен выйти из самодостаточности, из сожаления, жалости к себе, из эгоцентричности должен выйти и сказать: Бог, я верю в Тебя. Как отец тот сказал: я верую, помоги моему неверию. Я верю, но не верю, не верю, но верю. Не знал, что сказать, потому что, в принципе, он верил Богу, но это было как слишком много для него. Послушай, я закончу на этом. Он привык к поражениям, ежедневным поражениям, потому что его сын не был исцелен. И ученики пытались его исцелить, и этот мальчик не освободился. Из-за таких ежедневных поражений, неудач, что-то вошло в его ум. Это все не работает, это не работает, это не работает. И вот Иисус, может быть, получится. И ученики его пытались, и не получилось, не получалось, не получалось. И дьявол будет использовать плохие воспоминания, плохие обстоятельства, которые были в твоей жизни, чтобы у тебя сложился стиль мышления, образ мысли, что я пытался, у меня не получилось, не получилось, не получилось. И слава Богу, что он потом напрямую пришел к Иисусу. Не иди через учеников, иди напрямую к Иисусу. Он приходит к Иисусу, и он говорит: Иисус, они пробовали, но у них ничего не получилось. Но ты, если что-то можешь,
Иисус отвечает. Представь себе консультацию на самом высоком уровне, когда человек настолько парализован, он в такой каше, и он спрашивает, могу ли я? Кто угодно может. Представь себе, если бы пастор сказал это в современной церкви, его бы, наверное, засудили. Могу ли я? Да все, кто верит, могут это сделать. Ничего невозможного нет для того, кто верит. И отец просто так, о, прости, прости, верю, верю, верю. Он хочет этого. У него, в принципе, вера есть, но также много неверия в голове из-за естественных обстоятельств физических, которые заблокировали его веру так, что она не действовала. И Иисус пробуждает его веру так, чтобы она заработала, бросает ему вызов, и пришла эта сила. И его сын освободился. Вот что самое главное. Это была не вера в Иисуса, которая освобождает. Это была вера, что в тот момент Иисус, освободи моего сына, чтобы Иисус изгнал все это. Тот вызов, который у нас есть с тобой, мы живем в скептичном, высокомерном, циничном, саркастичном, христианском мире, эгоцентричном. И нам с тобой, у нас есть способность и обязанность показать христианскому миру, что мы живем верой, что наш Бог серьезен, что Он действительно исцеляет больных, что Он действительно освобождает одержимых. Он сдвинет горы, Он будет говорить с нами, прежде чем Он приступит к действиям. Он чудотворный Бог, и мы ходим с Ним, и мы верим в Него. И Он всегда творит чудеса постоянно. Он делает всегда то, что Он обещал сделать. Понимаешь? Вот это ты должен донести до всего мира. Не доноси свою религию, свою грусть, свое безразличие. Кому все это нужно? Неси энтузиазм, который приходит от того, что ты увидел что-то, ты видел то, что делает Иисус, то, что Он обещал в Слове. Вот что ты должен дать людям. А иначе ты просто будешь маленького харизматичного интеллектуала, а это нам не нужно. Бог нас спас от этой чуши. Это значит, что ты можешь сказать, я хожу с Богом, я говорю с Богом. Он говорит со мной. Он творит чудеса ежедневно в моей жизни. Помогает мне во всем. Заботится обо всем в моей жизни. Это мой опыт. Я знаю, о чем говорю. Когда ты скажешь такие вещи, это потрясет людей. И дьявол говорит, да ты всего лишь студент библейской школы. Неважно, кто ты, дьявол все равно над тобой работает, чтобы превратить тебя в человека, который говорит, что верит, но весь мир и духовный мир также знает, что ты не веришь, потому что у тебя есть слова веры, но у тебя нет духа веры. И ты просто так... И когда проблема, ты сразу бежишь к миру за помощью. Дьяволу нравится христиане, которые бегут в мир, к психологам, к врачам, куда угодно бегут, постоянно, к банкирам. Я не говорю, что ты не можешь обращаться ко всем этим людям, но в каком духе ты делаешь это? Я не сказал, что ты не можешь этого всего делать. Пойми меня правильно, не пойми меня неправильно. Что я говорю? На кого ты на самом деле полагаешься во времена кризиса? Вот кому ты бежишь. Я знаю врачей, я знаю медсестер, они такие высококвалифицированные. Им так трудно верить в Бога, потому что их ум, их профессионализм, их мышление сразу включается. Я знаю пасторов, консультантов, которые точно такие же. Сразу включается